Основной причиной заседания разового диссертационного совета при Абхазском госуниверситете стало соискание ученой степени доктора исторических наук по специальностям «Всеобщая история и этнография», «Этнология» и «Антропология». Диссертацию представил кандидат исторических наук Гурам Гумба. Тема – научной работы, этнокультурные и миграционные процессы в Центральном Закавказье. Временной промежуток – первое тысячелетие до нашей эры. Прежде всего, под понятием Центрального Закавказья или центральной части Южного Кавказа рассматривается территория, расположенная от долины реки Чорох, Масхийского хребта, Масхийского и Лыхского хребтов на западе, до южного отрога главного Кавказского хребта, реки Талачай и Алазани на востоке, от главного Кавказского хребта на севере до Лори-Памбакской возвышенности на юге. В настоящее время данная территория охватывает Восточную Грузию, западные районы Азербайджана, северную часть Армении и северо-восточные области Турции. Актуальность данной темы, помимо всего, определяется тем, что именно происходившие в первом тысячелетии до нашей эры миграционные процессы, интенсивные межэтнические обмены и активизация культурных связей сформировали в конечном итоге ту основу, определившую этнокультурный облик данного региона на последующие века. К древней истории стран Южного Кавказа обращались многие исследователи. Однако изучались лишь отдельные аспекты исторических процессов, истории региона. И то в основном с точки зрения его значимости в истории того или иного народа, ныне его населявшего, без учета древнейшего этнокультурного пласта и в отрыве от общекавказского исторического процесса. Если рассматривается древний этнический пласт, то как незначительный безымянный элемент – отсутствие в историографической традиции рассмотрения древней истории Центрального Закавказья в плане единого в историкокультурном и политическом отношениях пространства привело к тому, что целостная система научных представлений о древней истории так и не сложилась. Вместо этого мы имеем противоречивые, крайне противоположные концепции и подходы со стороны национальных историографий стран Южного Кавказа, что, к сожалению, приводит к искажению исторической реальности. Диссертация Гурама Гумба состоит из 3 глав, которые содержат по 5 параграфов. Во введении представлена актуальность выбранной темы, обозначены цели и задачи исследования, определены хронологические и географические рамки. Первая глава посвящена древнейшему населению Центрального Закавказья. Методологическую базу исследования составили общенаучные методы и специальные методы исторического и этнологического исследования. Особое внимание уделялось методам теоретического исследования, что диктовалось необходимостью преодоления исторического анализа с требованием постоянного сопоставления современных представлениях и функциях, принципах и методах исторического и этнологического исследования с представлениями историков стран Южного Кавказа. После представления диссертации Гурамом Гумба слово было передано ученому секретарю диссертационного совета Мзии Квицине, которая отметила, что поступили 3 отзыва на диссертацию и 6 отзывов на автореферат. Отрицательных отзывов нет. Положительные отзывы прислали на автореферат диссертации следующие лица. Ахмадов Ягус Заиндиевич, главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований Чеченской Республики, доктор исторических наук, профессор, академик Академии наук Чеченской Республики. Теперь отзыв ведущей организации. Это отзыв Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Отзыв положительный, составлен и подписан заведующим кафедрой всеобщей истории, профессором, доктором исторических наук Болговым Николаем Николаевичем. При этом имеется ряд моментов, требующих пояснений. Первое. Мнение о том, что масахахоны являлись нахским племенем дурдзуками, автором не верифицируется. Первое, что касается то, что хоны, масахахоны являлись нахскими племенами, значит, основано на грузинской переводческой традиции армянского сочинения Агатангелеса.
там, где термин «масаахон», а в грузинском переводе переводится как «джуджук». Ну, здесь просто следует пояснить, что ихоном и масаахоном в диссертации посвящены отдельные разделы, в которых приведены данные характерных и разноязычных источников, свидетельствующих о нахской принадлежности этих племен. Поэтому, конечно, то, что масаахоны были нахскими племенами, не может основываться лишь на то, что при переводе армянского текста Агатангела на грузинский язык термин масаахон заменен на термин джурджук, безусловно. Официальными оппонентами Гурама Гумба выступили доктор исторических наук профессор Акопа Рутюнян, который был онлайн из Еревана, а также доктор исторических наук профессор Руслан Сефербеков, который лично присутствовал на защите. С абхазской стороны оппонентом выступил доктор исторических наук профессор Валерий Бегуам. Не могу не отметить еще один большой плюс. Гурам Гумба, который в своей многолетней исследовательской деятельности обычно ограничивался проблемами истории средневековой Абхазии, вышел на общекавказскую научную арену. В частности, тем самым он ответил на вопрос разыскания современных грузинских ученых относительно этногенеза абхазского народа. Точно так же, как поступил профессор Станислав Лакоба по новой отечественной истории из далекой Японии в одном из университетов, в который он работал в свое время. По сути, разница между ними лишь в том, что первый ответил как бы завуалированно, второй, наоборот, прямо и гласно. Все, что отмечено и проанализировано мною выше, дает мне право сделать следующий вывод. Докторская диссертация Гурама Джотовича Гумба «Этнокультурные миграционные процессы в Центральном Закавказье в первом тысячелетии до нашей эры» большой вклад в историко-этнологическое кавказиеведение. Она представляет собой самостоятельное научное исследование, которое полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и его автор заслуживает присуждения высокой искомой степени доктора исторических наук по специальности 070003. После научной дискуссии состоялось голосование, по итогам которого Гураму Гумба присуждена ученая степень доктора исторических наук. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абазатова.